Пишем. Йо, всем привет. 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 Всем привет. 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 А вместо привет можно там добрый день или как там? Всем привет. Привет. Всем привет. Привет. Всем привет. Вы находитесь... Ой, вы смотрите. Извиняюсь, сейчас все будет. И сегодня вы смотрите 439 выпуск. Вы смотрите 439 выпуск. Телепередача «Пропеллер». Пропеллер. Программа Это телепередача «Пропеллер». Телепередача. Сегодня мы находимся... на еженедельной. Можно кто-нибудь другой, я пока повторю. Не-не-не-не-не. И сегодня мы находимся на еженедельной планерке. Нашей телестудии. Всем привет! Наступила долгожданная премьера фильма «Железный человек против Капитана Америка». Споры о том, какая команда все же сильнее, просто взорвала интернет. И мы решили узнать, если бы у вас была возможность создать команду супергероев, то кто бы был в ней? Обязательно Капитан Америка, конечно. Ну и Железный человек. Одного? Нет, Ну ладно, сколько Карапуза, хочешь. скажем так, чтобы в тему было Карапуз, типа Карапуза взял бы. Старка, Кэпа, Максимов и Клинта с Наташей. Бэтмен, Супермен, ну, это уже понятно. Железный человек слэшем так для вида. Капитан Америка, Халк, Человек-паук. Железный человек, Человек-паук, Халк. Сорвиголова, может быть. Тор, Железный человек, Человек-паук. Взяла бы, получается, Железного человека, потому что он умный. Ну или Атома, к примеру. А взяла бы Оливера Квинна, либо, я не помню, как его зовут, такого же похожего Марвел. Взяла бы Супермена и Супергерл. Ну, вот это именно те, которых я люблю и смотрю сериалы и фильмы про них. Бэтмена. Бэтмен победил всю Лигу справедливости в одиночку. Супермен. Все, ему хватит. Бэтмен, потому что он летает. Он же летает. No. Человек-паук. Мне его костюм нравится, крутой костюм. Зеленого Халка или там того же Спайдермена, он бы всех там заплевал бы паутиной. Тор, Железный человек, Локи пускай тоже там будет. Я бы пошла на какую-нибудь тусовку и такая, типа, смотрите, эти чуваки со мной. Соколиный глаз, Черная пантера, Черная вдова, Человек-паук, Халк, Тор и Капитан Америка. Потому что они тоже хорошие герои. Какую суперспособность ты бы выбрала? Скорее всего, суперспособность Тора. Очень круто ходить с молотом, который никто не может поднять. Ходить по стенам, чтобы посмотреть город, стрелять из лука. Скорость слэша, наверное. Телепортация. Я выбрал способность Железного человека, потому что он мне больше всех нравится. Сверхразум. Ну, сверхразумом можно себе другие способности нажить. Бесплатно летать по городам. Суперскорость, как у Флэша там и так далее. Эта способность дает быстро передвигаться, во времени путешествовать, он может дать силу, можно метать стрелы, ну, короче, там очень много чего. Невидимость. Так меня не убьют. Взрывать. Ну, типа сила большая, там, не знаю, энергия, все дела. Наверное, летать. Это интересно, вид с птичьего полета очень красивый. Быстро бегать. Если опаздываешь куда-то, можно быстро добежать, там, я не знаю, успеть. Я бы выбрал, наверное, чтобы все знать, чтобы людей можно было уговаривать. Ведь когда все знаешь, легче. Телекинез или телепортацию? Не стареть, всегда быть молодой и прекрасной. Телепортацию, наверное. Но это же круто, чтобы не стоять в пробках. Куда бы ты в первую очередь телепортнулся? Сначала куда-нибудь в Южную Америку, наверное, рванул бы. Домой. Там печеньки ждут. На Бали. Я хочу на море. Всем привет! Вы смотрите 439 выпуск программы «Пропеллер». И именно сегодня мы решили поиграть в интересную игрушку UFC 2 – реалистичный симулятор смешанных боев. Ну что ж, мы начинаем. Итак, мы уже потренировались с Мариной, если честно, немножко, и создали своих бойцов. Вот моя слева Анастасия Грррр. А у меня справа Марина Никонова. Сходство как бы на лицо. В этой серии появились бойцы-девушки.
Все, вот я начинаю. Ой, это трусы, подожди. Я вот такие выбрала. А я белый. Ой, у тебя на трусах Никонова написано. А, да? Весь наш бой будет проходить в 8-угольном ринге, который называется «Октагон». Существует мнение, да, что этот ринг закрытый с высокими стенами, чтобы туда загнать два бойца и просто чтобы они боролись просто не на жизнь, а на смерть. Было месиво. Да, но на самом деле этот ринг, наоборот, добавляет удобства бойцам. Ну, об него можно облокотиться, оттолкнуться, больше вариаций для приемов. Вы мне ушки помяли. Вот тут указан наш возраст неправдивый, рост тоже неправдивый. И вес тем более неправдивый. Я не вижу 57 Я килограмм. тоже. Ты готова? Нет, сейчас мне будет крышка. Здесь, как мы можем наблюдать, сверху полосочки. Ты чё так сразу-то? Кстати, вот там на экране появились подсказки. И ими... Эй, ну так нечестно! Второй раунд. Я уже устала, да, отойди ты от меня. Как бросить там? Как бросить тебя? Да, вот. Ой, ну началось. Ой, все, я вспомнила, как делать нокаут. Очередной раунд, где Марина сделает, надеюсь, что-то другое. Ну, началось, а. Обнимашка. Марина очень любит обнимать. Да, я еще люблю за ногу потянуть, а потом так уронить, а потом вот так делать. Вот. Ну и что мы как дурочки, ну отпусти ты меня. Захваты стали очень реалистичными в этой части. Меня уронили. Я не люблю валяться, я люблю файт. Ой, началось. Марина, обнимашка. Вот с одной стороны, конечно, для игроманов это очень хорошо, что графика вот на таком высоком уровне, она чуть ли не 100%, но очень реалистично и на самом деле иногда даже пугает. Как это вообще делается? Настя, открой свой секрет. Все секреты написаны на экране, это самое удивительное. Это я сама эту стойку выбирала. Beautiful knockout. Опа. Ай. Опа. Настя, полегче. Что-то ты меня больше ушатала. Вставай. Все как по-настоящему. Народ, зрители, судья, камеры. На самом деле сложно что-то комментировать, потому что мы полностью... Вот видите, я начала комментировать и пропускать одновременно. Прикрывайся. Нет! Опа, нет! Нет, она меня не ударит с колена. Нет! Бей ногой. Опа. Да как она так сделала? Мы уже 4 раунда без нокаутов. Это значит, что мы, по-моему, научились играть. Итак, последний решающий раунд. Beautiful combination. Это вот прям лучший комплимент. Нокаут? В 5-м раунде. Достаточно реалистичная видеоигра, и если у вас был плохой день, то вы можете прийти домой и оторваться просто за всю боль. У меня был опыт играть в эту игру, и сейчас было как-то более захватывающе, наверное, стимул был. Да нет, конечно, шучу. До этого я, по-моему, играла с компьютером, это не так интересно. Да, а еще, когда ваша коллега скрывает от вас секретные кнопочки, так тоже очень интересно играть. Хочешь жить? Умей по кнопочкам нажимать. Sitting on my balcony, smoking out of this water bomb. Back in action, baby, I'm feeling like a phenomenon. So much has been going on, always something to ponder on. About to take a voyage, I welcome all y'all to come along. Pop a couple caps, it stems all of them chemicals. 5-star general, inhaling purple medical. Picked her up from Centerfold, she was looking incredible. Soon as she saw me, got a headache and need a Benadryl. I guess I got an effect without the special effects. That you gotta respect, I'm coming live and direct. I never knew no other way, I keep a poker face and still find the time to smile like the Joker's face. Hey. Everything is purple, purple, purple. Everything is purple, purple, purple. Everything is purple, purple, purple. Everything is purple.
Так, вы только что посмотрели. О, забыла сейчас. Смотрите на... Заново. Нет, что-то надо по-другому сказать. Смотрите нас в Ох, что там дальше? Ладно, я не буду торопиться, я буду спокойной. Вы смотрели телепрограмму «Пропеллер». Смотрите нас в социальной сети ВКонтакте. Не забывайте заходить на наш YouTube-канал. И не забывайте просматривать профиль Instagram. Увидимся На Ютубе. Увидимся ровно через неделю. Чё смешного, ребята? С вами был Никита. Татьяна, Нана, Женя, Катя. С вами была Аня. Настя. Рая. Каро. Марим, Викторина. Виталина. С вами была Юля, Стася. С вами был Антон. Всем пока. Пока. Улыбайся. Всем пока. Пока-пока. Пока. До новых встреч. Пока. Пока. Всем покеда. Косяк вообще. Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.